Леса, леса и леса, без конца и края. Лишь голубеют ленты рек, текущих с Урала и Южного Тимана. На слиянии рек Мылва и Печора находится старинное поселение Троицко-Печорск, в самом его названии слились воедино и архаичность глубокой старины, и студеная свежесть великой северной реки. Долгое время на Верхней Печоре не существовало поселений. Здесь располагались угодья кочевников вагулов-манси. Враждебные отношения между ними и коми препятствовали переселениям коми в этот район. Только в 17 веке, когда Зауралье, где в основном жили вагулы, попало под достаточно прочный контроль московских царей, и установились более мирные контакты между жившими по обеим сторонам Урала народами, и появилась возможность переселений коми на берега Верхней Печоры. Первым населенным пунктом, который основали здесь коми, был, как сказано, починок Кузьминский на реке на Печоре, на устье речки Мылвы, будущий Троицко-Печорск. Селение возникло в 1674 году. Поселились здесь крестьяне из разных погостов коми края. В 1678 году в починке имелось 5 дворов, 14 человек мужского пола, о женщинах сведений нет. В числе первопоселенцев были Даниил Самойлович с 2 сыновьями из Лузской Пермцы, то есть Прилузья, Денис Вахромеевич с 2 сыновьями из Вотча, Тимофей Савельевич с 2 сыновьями из Визинги, Дмитрий Карпович Судары и еще 4 человека, происхождение которых не указано. Фамилии жителей в документе не названы. Чуть позже поселение называлось Погост Печора, затем Троицкий Погост. Свое название село получило по наименованию церкви во имя Святой Троицы. Первоначально церковь была деревянной, ее строительство завершилось в 1764 году. На том же месте в 1862 году построили каменную церковь. Позднее Троицкий Погост стал называться Троицко-Печорским, откуда образовалось современное название Троицко-Печорск. В соответствии с возникшими потребностями в 1859 году была проложена дорога из Троицко-Печорска на Помоздино. Троицкий Погост имел выгодное положение на речном пути в Пермь-Великую, в орбите влияния Чердыни. В XIX веке, когда Чердынь зачахла, Троицко-Печорск стал центром лесозаготовок и производства точильного камня. С середины XIX века начинается интенсивное транспортное освоение Печоры, связанное с открытием здесь промышленных лесозаготовок. В 1862 году образцы Печорского леса экспонировались на Второй Всемирной выставке в Лондоне. Одновременно возникла необходимость установить сообщение с сибирским Зауральем. За эту задачу взялся самый смелый предприниматель Александр Михайлович Сибиряков. В 1885 году была прорублена трасса дороги на Урал. Позднее этот тракт стал называться Сибиряковским. В журналах для записи известного русского путешественника Бессонова Бориса Васильевича записано: Троицко-Печорское. Очень большое село, более 120 домов, расположилось оно по склонам высоких берегов Печоры и Северной Мылвы, и улицы его идут по ним в несколько ярусов. На самой высшей точке стоит церковь с кладбищем, и от нее через овраг, по которому проходит дорога вниз к берегу, идет, немного понижаясь, улица с училищами, домом благочинного и больницей. Это, так сказать, центр и вместе с тем край села. А от него, по скатам к Печоре, к Мылве, идут протянувшиеся параллельно берегам улицы, застроенные типичными зырянскими домами с плоскими крышами, амбарами на курьих ножках и тому подобное. Среди построек выдаются некоторые дома с балконами, двухэтажные, на окнах которых везде видны цветы, висят занавески, общее впечатление получается не худое.
Берег к самым рекам обрывается круто и высоко, так что в некоторых местах для спуска устроены лестницы. Хлебопашеством занимаются очень мало, но не потому, что это по климатическим условиям не подходит, а частью потому, что земель под пашню мало, а расчищать из-под леса нет никакой охоты. Все-таки, хоть и немного, но сеют рожь, ячмень, лен, коноплю. Последние два в очень небольшом количестве, только для домашнего своего употребления. Не худо растет в Троицко-Печорском и капуста. Не ставя себя в зависимость от земледелия, зыряне нужные средства добывают промыслами, охотничьим и рыболовным. И главным образом, работают на лесных заготовках. Этот последний дает более всего, а значит и является для печорских жителей наиболее привлекательным. В период гражданской войны Троицко-Печорск являлся центром антибольшевистского мятежа. Поводом к восстанию послужил вывоз красными хлебных запасов из Троицко-Печорска на Вычегду. Восстание началось 4 февраля 1919 года. Повстанцы перебили часть красноармейцев, остальные перешли на их сторону. После вступления в пределы Печоры колчаковской армии Верхнепечорские волости попали под юрисдикцию Сибирского временного правительства. В Троицко-Печорске был сформирован отдельный сибирский Печорский полк, основу которого составили участники антибольшевистского восстания. В июне 1922 года Троицко-Печорская волость в составе Усть-Куломского уезда вошла в состав Коми автономной области. В 1929 году образован Троицко-Печорский, Мылдинский сельский совет рабоче-крестьянских и красногвардейских депутатов. 20 февраля 1931 года основан Троицко-Печорский район. Четыре суровых военных года во время Великой Отечественной войны тяжелым бременем легли на плечи жителей села, но они выстояли и своим трудом приблизили нашу победу.
С фронта не вернулась половина мобилизованного населения из Троицка-Печорска. В 1946 году в Троицко-Печорске появилось электричество. В 50-е и 60-е годы интенсивно застраиваются новые улицы. В 1957 году открывается районный музей. В 1959 году в Троицко-Печорске было 3607 человек, а в 1970 году – 4537 человек. Информация при монтаже видеоролика взята с сайтов, указанных в описании под этим видео. Желающие более подробно ознакомиться с историей поселка могут посетить эти сайты.